В Башкортостане фиксируются случаи мошенничества не только с денежными счетами, но и с недвижимостью. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Сергей Мережников, начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Республике Башкортостан. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Борисович, мы сегодня с вами говорим о мошенниках, о том, что сейчас мошенники могут и спровоцировать продажу квартиры. Вот расскажите, каким образом это возможно? Есть какие-то случаи? Ну да, действительно, Республика Башкортостан не исключение, поскольку мошенники стараются действовать на всей территории Российской Федерации. И в республике фиксируются также случаи мошенничества с недвижимостью, связанные с недвижимостью, с ее продажей. Ранее у нас все-таки были до принятия и внесения изменений в 214 федеральный закон наименее защищенными были дольщики, те, кто участвовал в долевом строительстве. Но с момента изменения и внесения изменений в 214 федеральный закон теперь застройщик обязан оформлять эскроу-счета, и эта проблема практически решена, и она отсутствует на сегодняшний день обманутых дольщиков. Аналогичная ситуация также присутствует и на рынке вторичной недвижимости, поскольку мошенники не дремлют, придумывают разные новые схемы мошенничества. Практически каждую неделю мы слышим об этих схемах. И недавний случай в республике у нас об этом ярко говорит. 80-летняя пенсионерка чуть не лишилась недвижимости. Поступил звонок на ее телефонный аппарат. Убедили пенсионерку в том, что с ее личными данными производятся какие-то незаконные действия. Убедили ее срочно продать недвижимость, сообщить все необходимые реквизиты документов, в том числе реквизиты своих банковских счетов. И пенсионерка обратилась за срочной продажей своей квартиры. В ходе беседы с сотрудниками управления было зафиксирована некая поспешность сделки и какие-то сведения, которые поступили, и поведение самого собственника вызывало некие опасения. И в ходе уже беседы выяснилось, что действительно ее вынуждают осуществить продажу недвижимости по срочной схеме и разместить денежные средства на безопасном счете. Незамедлительно были проинформированы правоохранительные органы, и в связи со слаженной работой правоохранителей данная попытка была пресечена. Вот какие способы защиты недвижимости есть? Что можно сделать? Мы вот примерно знаем, да, что можно поставить уже самозапрет на кредиты. Что с недвижимостью можно сделать? Ну, государство в данном случае защищает и постоянно принимает какие-то меры защиты. И правоохранительные органы тоже не дремлят в этом отношении. Первое и основное, что можно сделать, это внести в единый государственный реестр информацию об адресе электронной почты собственника. Действующий адрес электронной почты. Для чего это нужно? Для того, чтобы правообладатель при любых действиях и обращениях к своим объектам, к своим правам недвижимости получал сообщение из Росреестра о том, что что-то происходит. Пытаются какие-то документы подать, либо что-то выяснить или произвести незаконное отчуждение. То есть в этом случае Росреестр информирует о поступлении таких документов. Второй вариант, это необходимый вариант, это подать заявление через МФЦ, через портал госуслуг, через портал Росреестра о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя. Что это значит? Это говорит о том, что любая сделка по отчуждению не будет зарегистрирована и осуществлена без личного присутствия правообладателя, когда проходит его идентификация. Данные заявление подается бесплатно, это услуга бесплатная. В любом офисе МФЦ вы можете пройти ее, получить услугу, но единственное, вам необходимо будет на каждый объект недвижимости подать отдельное самостоятельное заявление. В этом случае, если поступают какие-либо документы, даже если они нотариально удостоверены, либо вы ранее выдали доверенность кому-либо на продажу, на отчуждение, на заключение аренды и так далее, все сделки будут приостановлены в случае наличия данной записи. Эта запись вносится бессрочно до момента самостоятельного отзыва самим собственником.
Но вот вы привели пример, в котором именно 80-летняя бабушка побежала, да, продавать квартиру, подписывать документы. Может, вот как им быть? Ну, электронной почты, согласитесь, у пенсионеров нет. Вряд ли они сейчас пойдут в МФЦ. Вот что здесь могут сделать, может быть, дети, внуки? Ну, в данном случае, конечно, все-таки отслеживать информацию. В случае, если утратили документы, если эти документы не можете найти, вам лучше, конечно, восстановить, получить копии этих документов, чтобы они у вас присутствовали. И совместно уже со своими, может быть, пожилыми родственниками все-таки совершить поход в МФЦ до ближайшего многофункционального центра для того, чтобы подать это заявление. Потому что это наиболее действенный механизм от мошенничества. Сергей Борисович, а если вот все-таки вот случилось, продали, вот что делать? И уже постфактум поняли, что продали недвижимость мошенникам. Как быть? В данном случае, уже если сделка совершена, вам об этом известно, необходимо, конечно, подать заявление в правоохранительные органы. В том числе после того, как правоохранители вынесут соответствующее процессуальное решение, необходимо инициировать наложение обеспечительных мер, запретов, арестов на данный объект недвижимости, чтобы он не перепродавался новым собственникам, для того, чтобы не создавались добросовестные приобретатели, поскольку это уже усложнит саму процедуру признания сделки недействительной. И, конечно, после регистрации, если она все-таки была осуществлена, отменить ее и признать ее недействительной можно только по решению суда. Но здесь нужно действовать оперативно с участием правоохранительных органов и обращаться уже либо посредством адвокатов, либо самостоятельно с заявлением в суд о признании сделки недействительной и о возврате недвижимого имущества. Какова сейчас статистика именно с обманом в сфере недвижимости в Башкортостане? У нас статистика в части подделки документов достаточно низкая, она снижается. Если ранее мы фиксировали порядка 8-9 случаев в год, сейчас практически этих случаев, вот по крайней мере за 25 год, за полгода 25-го, мы не зафиксировали подделанных документов на регистрацию, но по мошенничеству все-таки хотелось бы, чтобы это фиксировали и сами собственники. То есть, если у вас есть недвижимость, вам нужно предпринять попытки для того, чтобы ее сохранить, подать заявление, минимизировать передачу информацию личную третьим лицам, документы показывать кому-либо, предъявлять и так далее. То есть, минимизировать для того, чтобы эта информация не распространялась. Вот со стороны Росреестра что предпринимается для того, чтобы какие-то производить профилактические действия, защита от мошенников? Росреестр и сотрудники Росреестра на сегодня разработали методичку для граждан, для всех неопределенного круга лиц. То есть любой может воспользоваться. Она красочная, она информативная. Практически все известные способы мошенничества мы туда включили, в том числе телефонных мошенников, которые могут поступать на телефонные звонки. Она размещена на сайте Росреестра, в соцсетях официальных Росреестра. Вы можете всегда с ней ознакомиться, изучить и последовать тем примерам, которые там представлены. Ну и также, если какие-либо сомнения при регистрации возникают у сотрудников Росреестра, вся информация направляется в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений. Известны случаи, когда поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Росреестра? Такие случаи фиксировались и в республике фиксировались. Но это вот то же самое. Телефонный звонок, что ваши данные попали в открытый доступ, вам срочно необходимо, чтобы сохранить недвижимость срочную, нужно продать, денежные средства нужно внести на безопасный счет. Но прежде всего нужно остановиться, прекратить телефонный звонок, если вы услышали такой звонок, он к вам поступил, его нужно прекратить, сообщить в правоохранительные органы, прежде всего о том, что поступил такой телефонный звонок, и выяснить от тех органов, от которых якобы поступил звонок, действительно ли сотрудники вам звонили. Но я хотел бы
четко обозначить для всех граждан и гостей республики о том, что сотрудники Росреестра не инициируют подобного рода звонки с целью получения каких-либо персональных данных, какой-либо информации, сообщать о том, что с объектами недвижимости производятся какие-то незаконные действия. Таких звонков от сотрудников Росреестра не поступает. И тем более не существует каких-либо безопасных счетов после продажи недвижимости, куда заставляют перевести денежные средства. Сергей Борисович, а вот что должно насторожить человека, который покупает или продает квартиру, да? Какие действия вот, подозрительные, я, может быть, уже в целом говорю? Здесь дело не только, наверное, все-таки про квартиру, не только жилье да, в данном случае. Недвижимость. Да, любую недвижимость. Первое, на что вам нужно обратить внимание, это спешка. Если вас принуждают в срочном порядке оформить документы, произвести расчет срочно, под любыми предлогами, либо необъяснимые предлоги иногда бывают. То есть, если присутствует некая спешка, вам нужно задуматься, все ли в порядке с этим объектом недвижимости. Вам необходимо у собственника, тот, кто пытается вам продать данный объект недвижимости, запросить оригиналы правоустанавливающих документов. Если вам не предоставляют оригиналы правоустанавливающих документов, это должно навести на некую мысль о чистоте данной сделки. Поэтому обязательно требовать от продавца актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости, для того, чтобы понять, является ли тот человек, кто вам пытается продать объект недвижимости, его собственником, и нет ли каких-либо обеспечительных мер в виде арестов, ограничений, ипотек и так далее, любых ограничений, которые могут препятствовать данной сделке. Поэтому, прежде всего, не торопитесь рассчитываться, изучите все документы, посмотрите выписку. Следующий момент, если сделка осуществляется по доверенности. То есть это тоже некий звоночек о том, что все-таки лучше дополнительно проверить. В данном случае сотрудники Росреестра мы рекомендуем, чтобы по возможности все-таки связаться с самим собственником по телефону, либо лично, для того, чтобы удостовериться о том, есть ли желание собственника продать данную недвижимость. Доверенность, которая была выдана нотариально, возможно проверить бесплатно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Эта услуга предоставляется. Также можно узнать, выдавалась ли эта доверенность бесплатно. Эта услуга предоставляется и не отменена ли она. Поэтому вот основные правила – это по доверенности, это спешка при регистрации. Также, когда вас торопят с покупкой и продажей недвижимости, все-таки необходимо также уточнить, если речь касается жилых помещений, то не осуществлялась ли в нем перепланировка, узаконена ли эта перепланировка. Все сведения с перепланировкой должны быть узаконены в соответствующих органах власти и внесены в документы. Поэтому необходимо убедиться, когда вы осуществляете осмотр недвижимости, нет ли там скрытых дефектов. Это возможно затопление, течь крыши, то есть любые жизненные ситуации, которые могут скрываться при продаже недвижимости. Это вот как раз способствует ее скорейшей реализации продажи недвижимости, то есть когда вас торопят. И, конечно, сделки по доверенности. Если же сделка по доверенности, обязательно перепроверяйте саму действительность данной доверенности. Сергей Борисович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, проконсультировали по таким важным вопросам, потому что недвижимость сегодня это, наверное, лакомый кусочек и для мошенников тоже. Поэтому будем надеяться, что наши телезрители восприняли эту информацию к сведению. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня на наши вопросы отвечал Сергей Мережников. Это начальник отдела управления Росреестра по Республике Башкортостан. Спасибо, что были с нами.